А вы куда рекомендуете? Рекомендации вот это даете? Рекомендую. Все, рекомендую. Вот, пожалуйста, присмотритесь, хорошая девушка. Просто рекомендуют. Даш, доброе утро. Доброе утро. Мы тебя рады очень видеть и слышать. И ты каждый раз приходишь, рассказываешь такие интересные вещи. Да, как будто прям вообще у нас тут прям И наш слушатель задается вопросом, а что и такое можно? Ну, вообще-то Казань туристическая Мекка. Вот о чем и речь. О том, что люди наши, кто живет в Казани, не знают, что у нас есть места для посещения. Вот такие, которые ты рассказываешь все время. Для этого, собственно, рубрика «Моя 116» и создана у нас в эфире МИМ-радио в утреннем шоу «Утромэна». Даш, сегодня о чем пойдет речь? Сегодня пойдет речь о необычных экскурсиях, которые необычные есть. Экскурсии. Да, необычные. То есть есть классические обзорные экскурсии, а есть необычные. Это какие? Необычные. В последнее время обычные экскурсии, это вот смотрите, вот здесь стадион. Оригинальные. Вот здесь ДВС, вот здесь то стадион, и здесь то стадион, и Что здесь значит то стадион. обычные экскурсии? Это Кремль, так сказать, да, вот наш казанский, там, да, остров Град-Свияж, там, Раифа, да, вот это обычные экскурсии. Стар-Татарская Слобода. Да, это интересные, но обычные экскурсии. Я бы сказала классические. Классические. Да, классические, да. Потому что если мы скажем обычные, как будто бы мы немножко будем занижать значимость. Да, совершенно верно. Так, да, сегодня А это необычные. Ну, давай, А ты не будем занижать значимость. рассказывай. Да, давай. Ну, например, в Казани очень много есть мест интересных, связанных с заброшенными зданиями. Заброшенное здание. Ну, например, заброшенный тоже, опять же, да, можно по-разному интерпретировать значение этого слова. Но, например, фабрика Алафузова, знаете? Да. Это уже давно не заброшенное здание. Это совсем не заброшенное здание. Это хорошее заброшенное здание. Хорошее, доброе заброшенное Просто здание. нравится людям заброшенное. Вот слово заброшенное почему-то, хотя в Казани мы не можем часто употреблять это слово заброшенное, потому что у нас в Казани благоустроено, красиво. Но есть места, которые вот они со своей душой, например, фабрика Алафузова, она действительно привлекает большое количество внимания со стороны жителей, туристов в том числе. Так. Или, например, замок Петцольд. Замок Петцольд. Да. Это Петцольда. где? Это где у нас? Это где? Где? Ну скажи. В Казани. Где? В Казани, понятно? А вот и найдите. Ну серьезно. Замок Петцольд. Нет, На какой стороне? замок Петцольд. Где-то есть. Где-то есть. Теперь квест, ребята. Найдите замок Петцольд в нашем городе, сообщите нам. Вот, 292. Звоните. Так далее. Ладно, хорошо, замок Петцольд. Еще что есть? Еще есть, например, дворянская или мещанская Казань. Так. Что это Экскурсия связана экскурсия по деревянным зданиям, сооружениям, которые сохранились в городе Казани. Это вот где-то в основном улица Волкова, Ульянова, Ленина. Да. Вот, там можно познакомиться с вот этими уникальными зданиями, Ну, кстати, погрузиться. Дом-музей Ленина, он ведь тоже деревянное строение такое, и тоже старая достаточно архитектура, еще там 19 века, по-моему. Так. Тоже большой популярностью эти маршруты пользуются. Есть, например, экскурсия «Ловец времени». Ловец времени. Да, Так, или ловцы времени. Что это такое? В зависимости от того, сколько людей ловит время. Это сейчас очень популярная интерактивная экскурсия. По улице Баумана, например, идешь, и тебя погружают в разные времена. 18-19 век. Экскурсия конек-горбунек. Идешь, тебя погружают в чан с водой, с молоком. Герои различные перед тобой. Ты можешь даже запахи чувствовать. Визуализация новая, да, картинки интересные. Мы не будем по этому поводу шутить сейчас в эфире. Визуализировать мы не будем. По поводу запахов. Так, пожалуйста, дальше. На Баумана. Вот ты куда? Ну, мало ли там какой человек подойдет тебе со словами. Ну, это погружение в атмосферу. Тоже, да. 18-18 веков. Да, там именно так и было. Все. Да, Вы знаете, что в Казани жило и работало очень большое количество известных медиков? Да, конечно, врачи. Например, Бехтерев, Так. Вишневский. Да. И вот есть у нас экскурсия, связанная с медицинскими местами в городе Казани, с известными людьми, которые работали профессионалами в сфере медицины. И интересная экскурсия называется «Со скальпелем наголо». Да, со скальпелем наголо. Серьезно? Есть Нормально? такое выражение «шашка наголо». Ну да. То есть рубить. А тут скальпель наголо. Хорошее название. Интересные места. Название очень интересное. Ну, Меня да, прям нет, будоражит. Нет, слушайте, Будоражит? Серьезно? Со скальпелем наголо. Слушайте, начиная от Карла Фукса, вот так Ну вот, да, заканчивая там Вишневским, да, и так далее. Это действительно в Казани огромное количество людей, кто занимался медициной. И Казань в этом плане был очень продвинутый город, кстати. Да. Здесь известные был до сих пор. ученые трудились, да, и трудятся до сих пор, конечно. Вот да. спрашивают, а есть ли экскурсии под Баумана? Там же есть эта галерея. Подземная галерея. Да.
Кстати, Даш, вот это из разряда... Заброшенных. Да, нам в редакцию пишут, да, вот из этой серии. Нам в редакцию пишут. Это, кстати, было бы очень интересно, если бы туда туристически могли бы зайти, потому что когда мы знаем фотографии, которые есть на федеральных сайтах, распространились на всяких исторических, когда Баумана вскрывали, да, вот это вот перестраивали, сделали раскопки, а там еще 3 этажа под землю. Ага. С витринами, с магазинами, с крылечками и так далее. Прям это фотографии есть. Это... И у всех вопрос, это новодел или так было? Да, новодел. Это новодел или так было? Или это заброшенка? Или это брошенка? Или это после атомной войны 1812 года, да? Да. Засыпало всех землей. Что случилось? Даша такая: вы тоже знаете эту историю? Да, вы тоже знаете. И где-то снова пляшет Панасенков. Да. Наземная Баумна действительно очень популярна, и подземная Баумна тоже в планах развития. Это прекрасно, это было бы вообще, это было бы здорово, совершенно уникально. И все казанцы туда бы сразу пошли, во-первых, посмотреть, что там. Потому что сверху уже смотришь, уже как-то там... Уже как-то Слушай, у меня к тебе вопрос обычно такой. стало. У меня к тебе такой вопрос, да. Смотри, есть какие-то вот по этому поводу у нас исследования, да? Казанцы посещают экскурсии вообще или нет? Ходят они на экскурсии или это только приезжие у нас туристы? Есть ли у нас такая штука, что для местных, смотри, вот бывает же, ты в Петергоф заходишь, для граждан Российской Федерации вход 200 рублей, для граждан иностранных 2000. Здесь есть что-нибудь такое? Для казанцев 100 рублей. А почему для нас денег больше просят? Потому что вы понаехали. Потому что у вас бабки есть, давай заходи. Да. Есть ли какие-то, не знаю, для жителей с пропиской казанцев дешевле? Я другой Я вопрос поняла, хотел задать. да, Артем. Про казанцев вот именно. Ходят, не ходят? Как вот? Вы знаете, ходят, да, но все-таки в топ-5 мест посещения среди жителей это все-таки торговые центры. Да, и хотелось бы... Есть что. Да, и хотелось бы, конечно, Казань очень интересный город, и порой жители не все знают, какие интересные места есть в Казани. Мы Любопытные, да, достопримечательные. Конечно, и поэтому основная аудитория это туристы, но и жители. Мы тоже очень хотим, чтобы ходили по интересным, любопытным местам в городе Казани. Именно для этого существует проект, который называется «Вояж 116». Да. И постоянно ведущий этого проекта, директор комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова. Дарья Санникова, мы тебя благодарим, спасибо тебе большое. Спасибо, Артем. Одно место не дали рассказать. Ну, у нас время уже быстро. Дербышки. О, все, круто, спасибо. Слушай, дербышки, есть на что посмотреть, мы знаем. Конечно. Там сейчас порядок депутаты наводят. Все нормально, да. Все чик-макфуй. Да. Вояж 116.